Обращающая сторона, у вас есть вопросы, да? У вас есть вопросы? Сейчас я... Уважаемый, у меня такой вопрос. Здесь Конституционный суд. И я обычно говорю, что мы должны исходить из Конституции и наработанной практики Конституционным судом. Вот я здесь выступал, хотел себя убедить и членов Конституционного суда. Ограничения ввели, какие-то рамки поставили эти некоммерческие организации. Вот я когда выступал на суде, я говорил, есть решение Конституционной палаты, вернее, что вводимые, это не я говорю, вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным целям. Вот какие цели законодатель Джогорку Кенеш преследовал? Впереди какую цель видел, вводя вот эти две нормы? Какие цели они были? Я себе не могу уяснить, кроме справки. Я поэтому обратился к справке обоснования. Говорю, какие цели? Кроме прозрачности, отчетности. Вот какие цели? Нет, этот законопроект направлен не на контроль со стороны государства, а информирование населения и обеспечение прозрачности деятельности некоммерческой организации. Некоммерческой. Опять я ссылаюсь всегда на нормы Конституционного суда. Они, говорят, должны быть адекватны, это опять Конституционная палата говорит, адекватны необходимому результату. Какие результаты вы хотели вот этим вот вывести, результаты? Для прозрачности. Чтобы прозрачность была. Только для того, чтобы прозрачность была. Понятно, спасибо. Еще. Тогда я сейчас, раз я первым... Вот смотрите, я когда выступал здесь, я говорил, что оно вообще, если Щецьма, она получила такую, негативную оценку, ваша норма. Регламент Джогорку Кенеша Кыргызской Республики. Статья 1. Общественная экспертиза. Вы у себя предусмотрели. Экспертиза, проводимая независимыми общественными или экспертными организациями, национальными или международными экспертами. Такая экспертиза проведена, учитывая, что негативная оценка. Нет. Вы можете нам показать эту экспертизу, сказать, уважаемый человек, вот такая вот экспертиза проведена, она соответствует. Можно, да? Проведена, да? Можно, да. Вы можете, потом ваши эксперты нам покажут, да? Да, я думаю, эти вопросы мы выясним. Тут есть приглашенный эксперт. Да, да. Давайте по поводу процедуры. Теперь, я просто говорю, это проверю. Вправе привлекать к своей работе у вас тоже независимых экспертов и представителей гражданского общества. Есть такое? Да. Привлекли. Согласно регламенту. Да, согласно статье 27, пункт 15, там есть комитет, когда рассматривает законопроект, вправе приглашать эксперты. Они, вот эти эксперты, если какие-то заключения будет, если он рекомендательного характера. Независимые эксперты по установленным вот на сайте Минюста находятся эти эксперты. Вы их привлекли, да? Покажи там, на сайте есть там. Этих экспертов привлекли, да? Нет, наши эксперты. На ваши эксперты, да? Хорошо, нет, спасибо. комитет вправе, просто я... Вправе, да, вот я и говорю, учитывая такое, можно было привлечь независимых экспертов? У меня больше вопросов. У вас все? С вашим разрешением. Микрофон выключите. Выключите. Так, пожалуйста. Уважаемый представитель ответчика, у меня такой вопрос. Насчет коммерческой тайны, да? Почему коммерческая тайна не должна касать некоммерческих организаций? Коммерческая тайна, да? Вы своим ходатайством сказали, что эти отчетность только для некоммерческой организации, а политические партии это другими законами, они своими законами регулируются. Нет, для уточнения. В той же 17 статье, которую мы сейчас оспариваем, там есть абзац. Там говорится, что
к этим некоммерческим организациям не относится коммерческая тайна. Так и прописано. Поэтому я спрашиваю, почему некоммерческих организаций не должна касаться вот эта коммерческая тайна? Потому что в том изменении, которое мы сейчас оспариваем, этот момент есть. Может ответить налоговые службы, представитель налоговой службы. Также закон о некоммерческой тайне, это понимается не являющаяся государственной тайной сведения, связано с производством, технологией, управлением, финансовой и другой деятельностью хозяйственного субъекта, разглашение которых может нанести ущерб его интересам. Согласно о коммерческой тайне закона. Так написано. То есть я не совсем понял. Вот повторите. Представитель ответчика ответил в той мере, насколько посчитал это нужным. Задайте по-другому вопрос, Да. если вы не удовлетворены. Смотрите, тогда по-другому. Некоммерческая организация разве не может заниматься коммерческой деятельностью для того, чтобы ту прибыль, которую он возымеет, потом мог использовать для целей своей некоммерческой деятельности? Не Имеет, права. да? Не Не имеет, да? Не Это имеет где права. прописано, что он не имеет права заниматься некоммерческой организацией, Нет. коммерческой деятельностью? Нет, вы юрист. Вы прекрасно Я юрист. знаете. Я знаю. Форма правления. Форма организационного правления есть в Гражданском кодексе. Да? Коммерческий. А где есть запрет? В каком законе? Нет, если некоммерческая организация, тогда Так. как свои организации надо, форму субъекта надо перерегистрировать. Да? Ну, например, Некоммерческая у нас организация учебные центры открывает, ту прибыль, которую от учебных центров они там получают, они там используют для уставных целей. У нас практикуется, есть такая. Вы сейчас говорите, что они не имеют права вот такой знаю. деятельностью заниматься. Если не имеют права, то... Как я уже говорил, представитель ответчика По отвечает мере, так, как он считает нужным. Да? Он придерживается той позиции, которую считает тоже. У меня Да, еще можно. вопрос, Да, уважаемый суд, пожалуйста. с вашего разрешения. У меня такой вопрос, смотрите. Вот вы, председательствующий, мне задал вопрос касательно отличия, да, в чем некоммерческая организация, коммерческая, я попытался ответить, да. Вот по вашему вот этому закону, разве коммерческая организация тоже подобный отчет подают, да? Вам об этом известно? Да. Куда подают? В налоговый орган, на сайт, именно такую сводную информацию об источниках формирования и деятельности подают разве коммерческая организация? А этот вопрос можно задать представители налоговой службы? То есть вы не знаете об Не этом, знаю. да? Так, у меня еще один сейчас. Так, насчет, вы же представляете Джогур Кенеш, да? Там вот кто экспертом был Джогур Кенеш, когда разрабатывали вот эти экспертизы, давали? Ваши же сотрудники, да? Они были вовлечены в подготовке этого закона? Вы ходатайствовали, да? Да. Вот сидит эксперт наш. Они здесь допросили. Они здесь, мы их, Хорошо. мы их выслушаем. Есть еще вопросы у вас? У меня почти... Насчет законных целей, да? Вы сейчас говорите о том, что прозрачность была, да, некоммерческая организация. С этой целью, да, мы вот это все сделали. А в Конституции же есть же нормы, только в таких случаях могут быть ограничены. А куда эта прозрачность втекнуть? Вот эти законные цели там, к безопасности отнести, да, вот эту прозрачность, куда отнести? К нарушениям прав других людей отнести, да, вот эту Да, прозрачность? безопасность тоже. В каком смысле безопасность? Вот поясните, как можно туда отнести вот это? Нет, Если безопасность, есть финразведка, куда информация поступает о поступивших средствах, а они там полную проверку делают. Если права и свободы других людей нарушаются, да, чьи права, вот надо, поясните. финансовой деятельности некоммерческой организации, любая деятельность должна быть направлена на благо народа, да? На благо народа, да. И этот закон не на контроль со стороны государства, а на информированное население. Мгм. И
и обеспечение прозрачности деятельности некоммерческой организации. Мгм. В связи с чем мы приняли это решение. А тогда такой вопрос. Куда деть устав некоммерческих организаций, да? У них же устав есть, контроль есть, эти есть, ревизионные комиссии, там общее собрание есть, Да. протокола мы, вот эти все там, надзорную, то, что всю проверку мы Минюст относим, да, ежегодно, туда Для сдаем, да? Ежегодно? Конечно. Любые вот эти собрания, Нет, все при дается. регистрации надо. При регистрации. Ну, идет же, контроль, учет идет же. Нет, Вот вы, такого нет. При регистрации вы сдой. то есть вы считаете, что государственный орган, даже внутри, чем они занимаются, там должен регулировать, да, вот эти все взаимоотношения между внутри, да, вот этих некоммерческих организаций? Какую работу делают, что делают, куда делают? Вот это все должен регулировать, да, государство? Конечно, я регулирую. Должно, да? Да. А тогда куда деть вот это право на свободу объединения? Свобода объединения, свобода. Это же в отношении государственных органов говорится. А здесь запрета нету. Запрета нет, да? Да. Хорошо, я вас понял. У вас есть еще вопросы? Нет. Микрофон выключите. Уважаемые коллеги, есть вопросы? У меня два коротких вопроса к вам. Процедура принятия данного законопроекта, вообще принятия этого закона, на ваш взгляд, не было нарушено? Не было нарушено. Не было нарушено. Второй Потому что- вопрос. Можно я Второй закончу? вопрос. Как вы считаете, вот из тех требований отчетности, я имею в виду именно по содержанию, о чем, о каких доходах речь идет, о каких расходах идет речь, о каком имуществе идет речь. Вообще, вот именно по содержанию этой информации есть различия между отчетами некоммерческих организаций и всех других юридических лиц? Разница, я думаю, что нет. Потому что коммерческие организации, вот, политические партии, они сказали, да, политические партии, Да. они регулируются отдельными законами. Потому Поточнее, в смысле, вы вот здесь на самом деле было сказано, что за исключением политических партий, кооперативов и это, да. что вот закон Они не есть о отличаются, да? Нет, не Те виды отличаются. отчетности, да? Да, То не есть ту информацию по содержанию именно, да, по своему содержанию. Да, нет, не отличаются. Вот в отличие от других этих, да, субъектов. У меня нет больше вопросов. Присаживайтесь. Спасибо. Ну, давайте. Вообще, если. по процедуре вам предоставляется изначально право на задачу вопросов. Просто хорошо, я вам в порядке исключения даю возможность задать вопрос. Пожалуйста. Спасибо, Задайте. уважаемый председательствующий. Просто после вашего вопроса вот этот мой новый вопрос Возник возник. этот Да. вопрос. Спасибо. Вот я сейчас с нашим бухгалтером Бердюню переговорил, спросил, да, конкретно, какие у нас отличия от некоммерческих, да, вот сводную информацию, она говорит, некоммерческая организация не сдает. Абсолютно. И это точно. Вы сейчас утверждаете, что сводную вот эту информацию даже и коммерческая организация сдает. Говорит, вы уверены в этом? Я Вы- вообще вы в этом говорил уверены? о том, Это я говорил о том, по своему содержанию. Они могут быть в других формах, в других этих, а именно по своему содержанию, да, по содержанию общий доход, о каких-то источниках, об имуществе, да. Это может быть и, например, в коммерческих организациях по 0,1 статье, там, как средства производства и тому прочее, да. То есть я именно имел в виду в этом смысле не в идентичности вот того документа, в форме которого сдается этот отчет, а именно по содержанию. Отвечайте тогда у вас есть ответ на этот Нет. вопрос? Ответ нет. Нет, у него нет ответа на этот вопрос. У вас есть еще вопросы? Да? Да. Присаживайтесь.